Идем далее. Раскрываем и крушим имперские мифы. Злобные, коварные, ложные. Русские принесли на Кавказ, да и в другие народы, свет, просвещение, построили школы и тому подобное. Во-первых, что было ранее, то и увидели современники, какой свет и какие школы принесли русские. Именно на чеченскую землю в двух войнах. Первая война длилась 2 года, и оккупанты, прошедшие под большим лозунгом наведения конституционного порядка. Какой порядок они навели? Как разрушили Грозный, самый разрушенный город после Второй мировой войны, признан ЮНЕСКО. И более 200 селений частично или полностью разрушены этим так называемым в скобках конституционным порядком. Но вынуждены были уйти с позором. Какой порядок они навели, увидели весь мир. И такой же порядок они наводили и ранее. Это был повторяющий пример. История повторяется, как говорят. Сначала разрушают все национальное, местное, а потом возводят свои школы из манкуртов, воспитывая манкуртов, ассимилируя народы. Вот, например, в Чечне школы построили, но везде русский язык. Вы представляете, какое издевательство над детьми? 6-летний, 7-летний ребенок уходит в школу, и там все на русском языке, он абсолютно ничего не понимает. Он теряет несколько лет, пока он догоняет, сознает русский язык. Какой ущерб наносится генофонду. Притом, уничтожая родной язык того или другого народа. Вот какая она школа. Эта школа не воспитывает национальные кадры местного значения. Эта школа воспитывает имперские кадры. Как сказал Махатма Ганди, самое опасное сословие для народа – это воспитанная интеллигенция оккупантами. Вот. Сталин вроде назвал плешивой интеллигенцией. И они служат, империи служат, эти кадры, эти воспитанники, этих школ, разрушая все местное, национальное, а потом возводят школы для себя, чтобы воспитать из них манкуртов. Не дают этим национальным республикам изучать детей на своем родном языке. Примеры налицо. Сегодня чеченский язык объявлен ЮНЕСКО, представьте себе, одним из тех языков, который вышел на дорогу своего конца из-за этих школ. Из этих школ воспитываются такие же безнравственные, можно сказать. То есть уничтожается все национальное, идентичное, вместе с языком, а значит и народ. Вот какие школы вы принесли нам. После чего, после какой разрухи. Далее другой ярлык. Если нам говорят, пишут, и по сей день пишут, трактаты пишут ученые, фильмы снимают, профессора пишут, фильмы снимают лучшие режиссеры, сказки пишут, театры, концерты снимают, это спектакли снимают на этих ярлыках, ущемляя все национальное. И
Вот все это передается из поколения в поколение, и молодое поколение, воспитывающее, тоже становятся такими же имперскими винтиками, ватниками. Когда им говорят об истине, у них глаза на лоб лезут. Они говорят, что он с ума сошел, когда человек говорит правду. Потому что это абсолютно противоречит тому, что ему вбито в голову этой пропагандой и этой зомбоящиком. И вата их называют. И правильно их называют. Когда им говорят правду, они на правду смотрят, как бык корида на красную тряпку. На правду вот так они это воспринимают, смотря. Под турками и Англии нас бы давно бы не стало, они говорят. Во-первых, возьмем сегодня Турцию. Чеченцы убежали от геноцида Российской империи в Турцию. И в 19 веке ушли, и в наше время. Прекрасно живут. Никто их не ущемляет, потому что это братский по вере народ. А убивают и ущемляют нас оккупанты. Российская империя нас все время повсюду подавляет. И посмотрим на колонии бывшей Англии. Вот пример, например, Корея. Северная Корея – колония Российской империи. Южная Корея – колония Англии. И говорить не надо, а во всем само себя говорит тот факт. И таких примеров много. Депортация 1944 года чеченцев и других народов они преподносят как за сотрудничество с немцами. Надо же оправдать свое преступление. И оправдание своих преступлений империя придумала вот эти вот клише-ярлыки. Мы о них говорим. Все они ложные. За сотрудничество. Во-первых, немцев не было на чеченской земле, за исключением клочка чеченской земли Малгобека. Им нужна была нефть. 3 месяца вроде они там были всего. Чеченцы, как сказал один наш ученый, в глаза не видели, кроме как на фронте немцев. Как они могли с ними сотрудничать? Во-первых. Во-вторых, в армии, в немецкой армии было более 4 миллионов самих русских. РОА, русская освободительная армия во главе с Власовым. Более 4 миллионов перешло на сторону немцев. И я их не обвиняю, что они перешли. Почему? Что творила вот эта Красная империя над народами? Поэтому они и перешли. А чеченского и батальона не было в немецкой армии. Хотя от других народов были корпуса. Руты не было чеченским именем. А вы говорите, что за сотрудничество. Ни чеченским, ни ингушским именем роты не было. А на войне было, одни говорят, 48 тысяч чеченцев-ингушей, а другие более говорят. На войне. Более 10% самого населения, вся молодежь почти была на войне. А говорят, дезертиры не воевали. Вот эти все ложные клише у вас. Воевали еще как. Все они в основном были самыми лучшими воинами чеченцы-ингуши. В основном были в разведке они. Мы знаем, что чеченцы брали именно Мамаев курган. И я, пользуясь случаем, расскажу это. Это нам рассказывал русский человек, ветеран войны, случайно рассказал. Когда узнал, что мы чеченцы, он сказал, бесславный народ. И слезы у него потекли. И мы спросили, в чем дело, отец? И он рассказал, мы не могли брать этот Мамаев курган, Волгоградский. Сталин все приказывал
сотнями, тысячами клали солдат, не могли брать. И тогда один чеченец, был майор, прошел, он рассказывал по фамилии генерала, пришел к генералу и сказал: дай мне позволь собрать чеченцев из округа и новобранцев, которые приходят, и я возьму эту высотку. Тот сказал ему: не имею права, должен сообщить в Москву, спросить разрешение у Сталина. В общем, дали разрешение, и он рассказывал. Мы не знали, вот чеченцы, говорят, собрались, и они, кто в чем был, в лохмотьях был, говорит, кто с призывники их были бойцы, говорит, и все они собрались, садились их, все они отдыхали, говорит, пару дней, пели свои песни в кругу, садились, религиозные. И мы не знали, говорит, в чем дело, почему чеченцы так свободно отдыхают, и тут собрали их. Мы не знали, говорит. И в одно утро, а он, этот старик, который нам рассказывал, ветеран, он был в артиллерии. Пушкарем был он. И ночью они выстроили и дали им команду открыть из всех орудий огонь по высотке. И потом пехота, говорит, пошла. Взяли высотку, говорит, а там мы, говорит, узнали, говорит, этих чеченцев, которые были уже там, взяли эту высотку. И команду дали их всех убить артиллерией. И пехотой остальных всех добить. Мы спасли несколько чеченцев, говорит, но в основном да убили всех, говорит. Они взяли высотку, доложили этому генералу. И генерал дал приказание, видимо, Сталин указал, или Москва, какая там разница. Там не Сталин виноват, а все хотят свалить на Сталина. И вот так вот этих героев мы сами уничтожили. А другая байка за депортацию, они говорят, Москва якобы спасала народ. Спасала как? Чеченцы, ингуши, да и другие депортивные народы потеряли 70% своего населения. 70% как минимум. Голодом, холодом. Спасибо казахам, узбекам, да и всем людям доброй воли, кто помог им там. А план депортации был составлен Екатериной II в свое время, чтобы лишить Кавказ сопротивления главных противников, как своих чеченцев. Был составлен при Екатерине II по предложению его наместника на Кавказе Потемкина. И не могли это они исполнить, этот план. А исполнили как? Всю силу. До этого чеченцы сопротивлялись. Всю силу забрали в армию, на фронт с немцами. Молодежь. А детей их, родителей, стариков, женщин подло выслали. Как выслали? На 23 февраля. Сказали людям, мужчинам, на 23 февраля на праздник выходите. Всех их собрали, всех мужчин, во всех селениях, одновременно, по одному плану. Всех их собрали обманом в спину и окружили. Сказали, будете сопротивляться, ваших детей всех расстреляем, семьи. Сначала мужчин погрузили, а потом за ними их семьи погнали. А в горных районах, труднодоступных местах, людей топили в озерах, сжигали в кошарниках, в коровниках. Тысячами. Больных из больниц расстреливали. Мы их выкапывали. Их останки выкапывали. Вот как
нас отблагодарила эта власть, чужая, имперская. И что она сделала, когда нас уже завоевала с нами? И что мы видели в последние войны? Далее говорят они, Чечне дали независимость. Во-первых, Российская империя делала все, чтобы чеченцы не были независимы. Делала все, чтобы были от них зависимы. А независимость мы объявили политическими методами и политическим методом восстановили свою государственность по всем пунктам и правилам международного права. Помню, они убили ее тоже, была человек чести Старовойтова, Светлана Старовойтова, по-моему. Она писала в газете, что единственная республика на пространстве бывшего Советского Союза, Чеченская республика, может претендовать на правопреемственность СССР, так как только эта республика стала абсолютно новой. На новой основе пришли новые люди, без коммунистической партноменклатуры. Во всех республиках по сей день осталась та же партноменклатура бывших коммунистов и их потомки. А в Чечне их сменили полностью на новые провели выборы на демократической основе и построили свое государство. А когда они не могли с нами что-либо сделать, предъявлять нам по закону, они на нас пришли с войной. Вот как они раздавили опять движение чеченцев за независимость в нашей последней, новейшей истории, в последнее время. Другая байка-клише. Чеченцы признают только силу. Все это говорят. Выпустили эту байку ярлык в институте и подхватили журналисты, журналисты, всякие империалисты. Чеченцы признают только силу. Нет, силу признаете только вы. Чеченцы не признают силу. И доказательством тому является то, что я вам приведу вопрос чеченского пацана, который задал своему деду. Он сказал ему: деда, почему у других сильный лев, а у нас волк? И дед ему сказал: сын мой, твой народ не признает силу, твой народ признает волю, свободу, смелость, благородство. Вот поэтому твой народ выбрал волка, он сказал, а не льва. Помню, как-то Потто, был такой генерал в Кавказскую войну в Чечне, он писал: чеченец как-то напоминает волка, говорил он. Лев и орел идут на сильного, то есть на слабого идут, а волк идет и защищается на сильного. И когда это необходимо, умирает молча и без стона. Именно отталкивая эту силу, чеченцы создали свой строй равноправных, отвергая феодализм и царство. У чеченцев не было феодалов, царей или князей, как у всех кругом, и в том числе в России он был как бог, царь. Чеченцы жили равноправным обществом. Об этом мы почитаем, кое-какие цитаты мы проведем, не чеченцев, в конце, даст Бог.
И эту наивысшую ценность свободы и равенства чеченцы хранили и хранят, кладя на алтарь свободы и борьбы за это лучших своих сынов, да и жизнь целого народа. Следующая байка. Геноцид русских в Чечне. Чечня тоже для нас оскорбительна. Это как фигня, как брехня. Чечения будет правильно, как нас называют прибалты, немцы, да, в Европе, как Грузия, Латвия, Армения, например. Чечения. Это не оскорбительно. Чечен говорит и пишет, кто нас не любит, скажем так, мягко. В том числе и Солженицын писал, чечен. Мы тоже его проведем, наверное. Геноцид русских в Чечне. У меня на это написана статья. Веду я рубрику Facebook на русском языке, единственную рубрику «Один взгляд изнутри моего народа». Вот прочитаю одну статью из той рубрики. Как раз о том вопросе, о так называемом геноциде русских в Чечении. Всем охватившим умы кремлевская пропаганда русских города Грозного. Во-первых, те русские, которые жили и живут в Чечне, не имеют другого определения по международным стандартам, кроме как колонистов, которых Московская империя поселила у нас большими привилегиями и с лучшими землями и должностями, и на отнятых опустошение земель от самих чеченцев. Первые русские беженцы-переселенцы появились на чеченской земле в начале XVI века, преследуемые Московией, которые после пошли в услужение своим угнетателям, а точнее к Ивану Грозному IV, и выступили против чеченцев с его армией, принявших их. Крепость Грозная построена проклятым душегубом Ермоловым на месте и кладбищах десятков чеченских селений и присадебных хуторов, стирая их огнем с лица земли вместе с жителями, которые отбивались от оккупации отчаянно вместе с женщинами и детьми, когда подобается по нашим военным традициям в таких случаях. Мы русских не звали ни просьбой и не удерживали их силой у нас, но они пришли с войной. Но нас, чеченцев, Москва удерживает в составе России огнем и мечом, силой, причем всюду по России, упрекая нас, понаехали. И оскорбляют всякими клещами. Не все, конечно, но большинство. Для сравнения, ни в одной из стран ЕС, Европейского Союза, нас этим русским словом «понаехали» не назвали и не упрекают ни разу, но приютили по-человечески, хотя они нас и не звали, не удерживают нас силой. Обращаются вежливо с улыбкой, за что мы им безгранично благодарны. Во-вторых, когда мы остатки в 1957 году начали возвращаться из высылки, где умерло от голода и холода 70% нашего народа, русские колонисты в Чечении, особенно грозненские, устроили 2 бунта с погромами против того, чтобы чеченцы вернулись на свою, против того, чтобы чеченцы вернулись на свою горячую любимую древнюю родину отцов, где этих бунтовщиков усмиряла армия КГБ, они требовали их выслать обратно. В-третьих, с того времени у русских были все руководящие посты и лучшие квартиры в Грозном, куда чеченцев даже не прописывали до развала СССР, а точнее до восстановления чеченцами в 1991 году своей государственной независимости. И также после этого все наши русские жили мирно и дружно с нами. Никто их не трогал. И уезжать желанием от них не наблюдалось до 1993 года. 2 года независимой Чеченской республики жили они,
никто не уезжал. Только в 93 году первые появились ростки. Они начали уходить, продавая свои дома. А в том году начались боевые действия с зелеными солдатами со стороны империи под прикрытием оппозиции Дудаева. Оппозиция Дудаеву. С танками и вертолетами, с экипажами российских офицеров и солдат. И брали их в наши в плен. Войны с ополченцами, которым во главе ставились чеченоговорящие отщепенцы, коммунистические боссы, коммуняги безбожные, этнические нечеченцы, которых наши отцы приняли как беженцев в свое время. До войны, декабря 1994 года, в 4 районах города Грозного по указу президента Джохара Дудаева были открыты бесплатные солидные столовые для русскоязычного населения. То есть для нечеченцев. По чеченским законам, адатам, считается недостойным, низким и постыдным явлением обижать людей другой национальности в своей стране. Чечения всегда славилась тем, что принимала всех нуждающихся и преследуемых, и умирали за них, не отдавая их требуемым и преследуемым врагам, о чем и писал палач Ермолов. Толстой писал, он жил с чеченцами, дружил много лет. Воистину, нет предела чеченскому благородству, чтобы, как полагается, хоронить солдат-христиан, которые перешли на их сторону. Чеченцы, невзирая на смертельную опасность, тайком крадут из крепостей или казацких станиц попа, священнослужителя, и потом мирно проводят обратно до безопасности. И в последнем штрихе необходимо сказать, чтобы выжить, чтобы выбить из обманутых голов пропагандой вбитые в те ложные мифы про чеченцев от безбожной Лубянки и грязные имперские ярлыки с 400-летним стажем. По тем причинам, что вверху перечислила, русских было около 300 тысяч в республике, вместе с другими национальностями в целом. В Грозном 70-75% было русских. До начала крупных военных действий 1994 года их уехало примерно 25-30%, солидно продавая свои жилища. А остальных, оставшихся в Грозном, российская авиация и артиллерия утюжила, уничтожила, кроме тех немногих, что сегодня живут в Грозном. И большинство оставшихся уехало. Небольшой процент остался до сих пор. Да, были немногие случаи диверсантов, провокаторов, которых преследовали и ловили органы безопасности Ичкерии. Они от имени чеченцев или наших бойцов громили русских, вызывая отчуждение и причину для вторжения на молодое чеченское государство. Но чтобы уйти от ответственности, ястребы войны, зашедшие в Кремле, списали этих убитых самими русских с Грозного на чеченских боевиков, в скобках боевиков, а самих уничтожаемых чеченцев списала на бандитов, тоже в скобках чеченских. Вот такая она, правда, на самом деле, известная всем жителям Чечении. Далее.